Великая Булгария или записки Татара Ханифа. Рав Гази. Очередной отрывок. Приложение. Извлечение из книги «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении». Карл Фукс. Казань, 1844. Казанские татары в течение 300 лет от их покорения сохраняют еще так много собственного, национального, что заслуживают особенного внимания наблюдательного этнографа. Они всегда живут довольно отдельно от русских и от других их окружающих племен, пред которыми они стараются даже и ныне поддержать то преимущество, каким отличались некогда их предки. Они гордятся своим происхождением, своими моральными качествами, своей религией, своим домашним бытом, что все составляет их отличительный характер. Обыкновенно один татарин выпивает там, в трактире, до 5 или до 6 бутылок, а иные даже до 12 бутылок пива. За этим питьем они поют всегда любимые их песни и любят слушать музыку, особенно органы. Тут же они много курят табаку, чего дома никогда не делают. После пива пьют чай, и каждый татарин выпивает до 20 чашек. Часто после чаю принимается снова за пиво. Можно сказать, что здоровый татарин втрое больше ест и пьет против русского, но зато на их пирушках гораздо реже случаются ссоры и драки, нежели у русских. А если уже случается, то чрезвычайно трудно их скоро успокоить. Высокомерие в их характере приметно даже и в этом положении. Обыкновенно пища у богатых казанских татар состоит в следующем. Утром рано пьют они чай и при этом едят маленькие сдобные пирожки с говядиной, называемые пярямяч. В полдень к обеду подают: первое – пельмени с говядиной и кислым молоком, казан бекмеси, или плов из суховаренного сарачинского пшена с изюмом. Второе – круглый пирог, называемый балеш, с мясом и сарачинским пшеном, причем подают соленые огурцы. Третье – жареный гусь или утка с картофелем. Четвертое – вареная говядина с хреном или с сырою кислою капустою. Пятое – урюк, сначала обданный варом и прохлажденный. Шестое – чай с маленькими сдобными пирожками величиною с лесной орех, называемый баурсах. В 6 часов вечера снова пьют чай со сливками и сдобными пирожками, как и утром. Ужин состоит из пельменей и лапши. Пища мещан и небогатых татар заключается в следующем. Утром они пьют чай с калачами, за обедом едят лапшу с говядиной или пельмени. Пища татарских крестьян следующая. Утром ржаная мука, вареная в воде с солью, баламык или толкан. За обедом салма, состоящая из крошенного теста с бараньим жиром, а летом кислое молоко или каймак из гречневой муки в скоромном масле. Вечером опять болтушка из ржаной муки. Татары горды, честолюбивы, гостеприимны, сребролюбивы, чистоплотны, по их состоянию довольно просвещенны,
почти не суеверны, рождены для торговли, хвастливы, между собою дружелюбны, искательны, вкрадчивого свойства, во всем умерены и довольно трудолюбивы. Этот уже более 2 веков покоренный и ныне рассеянный между русскими народ так удивительно умел сохранить обычаи свои, нравы и народную гордость, точно как бы они жили отдельно. Самая лучшая черта татар есть гостеприимство. Ежели позовет знакомый татарин в деревню к себе в гости, то можно знать наперед, что сделаешься на другой день больным. Главное угощение татар – чай, которого надобно выпить не менее 4 чашек. У небогатых татар с медом. Потом ставят на стол каймак. Самые густые вареные сливки, малиновую пастилу и жареные тоненькие лепешки. От всего этого надобно непременно отведать, но этим дело не кончится. 2 или 3 татарина, вам даже незнакомые, дожидаются, чтобы позвать вас к себе. Отговориться невозможно. Отказом чрезвычайно их обидишь. Равным образом, ежели вы в гостях не выпьете 3 чашки чаю и не поедите их десерта. Татары живут очень опрятно. В их избах чисто. Они имеют страсть несколько раз в год белить печь, что делают даже в развалившихся хижинах. Женщины свое хозяйство держат в большом порядке и чистоте. Хлебы печь – большие мастерицы. Нигде нет таких вкусных и густых сливок, как у татарок. Особенно их каймак – вареные сливки, густые, как пенка. Я видел, как они опрятно доят коров, надевают большой фартук, моет теплую водою у коровы вымя и молоко покрывает чистым полотенцем. В огородах у трудолюбивых татар насажено всего в изобилии: картофель, лук, свекла, морковь и капуста. Все эти овощи они запасают на зиму. Продолжение следует. Давам и бар.